Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. В рамках графика проведения праздников, фестивалей, выставок, торжеств и конкурсов культурно-просветительского характера, а также народных традиций и ремесел в Республике Таджикистан на 2025 год. 6 сентября в Парке культуры и отдыха имени Абулкасима Фердауси столицы состоялся второй этап конкурса «Хлебопечение и хлебобулочные изделия», «Кондитерское искусство», «Халвичное производство», «Национальные и современные сладости». В целях выполнения распоряжения президента Республики Таджикистан о графике проведения праздников, юбилеев, фестивалей, выставок, торжеств и конкурсов культурно-просветительского характера, а также народных традиций и ремесел в Республике Таджикистан на 2025 год было утверждено решение председателя города Душанбе о проведении второго этапа конкурса «Хлебопечение и хлебобулочные изделия, кондитерское искусство, халвичное производство, национальные современные сладости» в городе Душанбе. Таким образом, второй этап конкурса состоялся в Парке культуры и отдыха имени Абулкасима Фердауси. В городском этапе конкурса приняли участие представители районов города Душанбе и кондитерские предприятия, расположенные в столичных районах, представившие свою продукцию. Пищевая промышленность является одной из важнейших отраслей промышленности страны. В последние годы эта сфера развивается на основе деятельности государственных и частных предприятий. В своем выступлении заместитель председателя города Душанбе Одилзода Дильбар отметила, что целью проведения данного конкурса является выявление новых талантов в сфере пищевой промышленности, в частности, кондитерском и халвичном производстве, привлечение молодежи в эту сферу, дальнейшее развитие навыков и профессионального мастерства специалистов, повышение уровня профессионализма кондитеров и мастеров халвы, а также привлечение большого числа иностранных туристов в страну и популяризация ценных традиций, богатого наследия предков в честь достойной встречи Дня независимости Республики Таджикистан. После итогового заключения членов комиссии городского этапа конкурса «Хлебопечение и хлебобулочные изделия, кондитерское искусство, халвичное производство, национальные современные сладости» были определены победители. Им были вручены дипломы исполнительного органа государственной власти города Душанбе и памятные подарки организационного комитета в торжественной обстановке. Культурная программа стала завершением второго этапа конкурса «Хлебопечение и хлебобулочные изделия, кондитерское искусство, халвичное производство, национальные современные сладости» в городе Душанбе. В Национальном банке Таджикистана в честь празднования 34-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан, руководство и сотрудники банка. В начале праздничного мероприятия в Национальном банке Таджикистана руководство банка поздравило участников с этой исторической датой – Днем независимости страны, отметив, что в укреплении достижений государственной независимости важную роль сыграл лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Под мудрым руководством главы государства были обеспечены правовые основы суверенного государства Таджикистан, определены направления социально-экономической политики страны. В частности, формирование современной банковской системы Таджикистана стало возможным благодаря государственной независимости, а рекомендации и наставления уважаемого лидера нации имеют ключевое значение в развитии и укреплении банковской системы страны. Затем первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Холикзода Хаким Хикматулло выступил с речью, в которой отметил, что государственная независимость для каждого патриота является дорогой и священной, свидетельствует о национальном самосознании и любви к родине. Именно благодаря независимости Республика Таджикистан стала свободным и суверенным государством. Таджикский язык, культура и национальные ценности получили дальнейшее развитие. Отрадно, что сегодня наша страна делает уверенные шаги на пути социально-экономического прогресса. Следует подчеркнуть, что именно по инициативе и при прямой поддержке уважаемого лидера нации в Таджикистане дважды в 1995 и 2000 годах были проведены денежные реформы, в результате чего наша страна обрела собственную национальную валюту.
Введение в обращение национальной валюты Сомони, 25-летие, которое будет отмечаться в этом году, стало не только важным политическим, социальным и культурным событием в жизни страны, но и началом развития экономики и позитивных изменений в жизни общества. В ходе мероприятия в рамках празднования Дня независимости ряд сотрудников центрального аппарата и региональных подразделений банка за достойную службу и значимый вклад в развитие банковской системы были награждены знаком отличия «Отличник Национального банка Таджикистана», почетными грамотами и благодарственными письмами Национального банка Таджикистана. По инициативе исполнительных органов государственной власти района Фирдавси в парке культуры и отдыха имени Абулкасима Фирдавси прошло праздничное мероприятие, посвященное 34-й годовщине государственной независимости Республики Таджикистан. Событие организовали в знак уважения и благодарности за дар свободы и независимости. Подробности о данном мероприятии смотрите в нашем сюжете. ناشمرده مختصر میشد حساب تاجیکان بخش و باب هست اندر بخش و بابی تاجیکان به کتابان کنده بودند از کتاب تاجیکان تاقدانی خانه ما جای دسترخوان ماست تاقدانی چشم ما جای کتابی تاجیکان. В начале мероприятия гости посетили выставку достижений различных отраслей района. Независимость для нас – высший символ Родины и патриотизма, величайшее благо государственности, результат последовательного труда и усилий по укреплению политической, экономической и культурной самостоятельности, стандартов гражданского общества и обеспечения свободной жизни каждого человека. Она является признаком стабильности государства, символом самобытности и идентичности, а также источником национальной чести и престижа на международной арене. Затем в амфитеатре культурно-рекреационного парка имени Абулкасима Фирдавси началось политико-культурное мероприятие. Представитель правительства Республики Таджикистан, директор государственного предприятия Тоджик Сукурташ Шухрат Максудзода и заместитель председателя города Душанбе Саломзода Рахмиддин поздравили жителей района Фирдавси от имени правительства страны, председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе уважаемого Рустама Имамали. В ходе торжеств ряд активистов и сотрудников исполнительных органов района были награждены медалями, почетными грамотами и другими наградами. После официальной части для участников выступила концертная программа, подготовленная работниками культуры района. Эпоха независимости дала народу возможность самому выбрать путь развития нации и продвигать страну к демократическому, правовому и светскому обществу. Одним из важнейших достижений за годы независимости стало государственное строительство и формирование современной национальной государственности на правовой, социальной и светской основе. Многострадальный таджикский народ принял Конституцию, укрепил независимость, сохранил целостность страны, добился мира, единства и сплоченности, выбрал верный путь развития и прогресса. Государственная независимость – это настоящее счастье для народа, которое мы можем защитить только сплоченностью и честным трудом, делая Родину процветающей и сильной. По инициативе Управления здравоохранения города Душанбе в зале санитарно-эпидемиологического надзора столицы состоялось торжественное собрание, посвященное 34-й годовщине государственной независимости Республики Таджикистан. Об этом расскажем в следующем репортаже. На праздничном мероприятии Управления здравоохранения города Душанбе, посвященном славному празднованию Дня независимости страны, приняли участие и выступили первый заместитель председателя Народно-демократической партии Таджикистана Малик Шонимадзода, председатель общественного движения за национальное единство и возрождение Таджикистана Рудоба Мукарам, руководство и сотрудники Управления здравоохранения города Душанбе. В выступлениях официальных лиц было отмечено, что для нас независимость является ярким символом стабильности государства, выживания нации, символом подлинности и идентичности, проявлением исторических идеалов и стремлением, а также честью и престижем присоединения к
цивилизованному миру независимой страны Таджикистан. Одним из важнейших наших достижений в эпоху независимости является современная национальная государственность, имеющая по своей сути правовую, социальную и светскую форму. В продолжении мероприятия было отмечено, что независимость как высшая ценность государственности принесла цивилизованному таджикскому народу мир и спокойствие, счастливую жизнь, единство и сплоченность. Независимость нашей страны значительно повысила уровень самосознания, патриотизма и национальной гордости граждан. Опыт президента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, по укреплению государственной власти – это великая школа жизни и уникальный урок государственности и государственного управления. Поучительный этап в достижении мира и национального единства – серьезный шаг к реализации амбициозных планов. Было отмечено, что в период независимости охрана здоровья населения страны стала одним из приоритетных направлений деятельности правительства Республики Таджикистан. Лидер нации, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил в своем выступлении: в нашей независимой стране здоровье народа считается богатством государства и неотъемлемой частью его стратегических целей. С первых дней государственности лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, наряду с другими важными отраслями страны особое внимание уделял сфере здравоохранения. За 34 года независимости были проведены работы по строительству, реконструкции, ремонту и благоустройству медицинских учреждений, оснащению их современным оборудованием. В завершении праздничного мероприятия активистам столичного здравоохранения были вручены юбилейная медаль «30 лет Народно-демократической партии Таджикистана», почетные грамоты общественного движения за национальное единство и возрождение Таджикистана, почетные грамоты Республиканского комитета профсоюзов работников здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана и Управления здравоохранения города Душанбе, грамоты и памятные подарки. Также гостям встречи в торжественной обстановке были вручены почетные грамоты и памятные подарки Управления здравоохранения города Душанбе. Телеканалы играют важную роль в формировании общественного мнения, освещают достижения эпохи независимости, поднимают актуальные темы и предлагают их для обсуждения. Среди них особое место занимает телевидение Душанбе. В честь 34-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан и дня основания телеканала здесь прошло праздничное мероприятие. Об этом наш следующий репортаж. Государственное учреждение телевидения Душанбе занимает важное место в информационном пространстве страны наряду с другими ведущими СМИ. В этом году исполнилось 19 лет со дня его создания как государственного учреждения. В рамках торжеств, посвященных 34-й годовщине государственной независимости Республики Таджикистан и дате основания телеканала, состоялся юбилейный прием. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя комитета по телевидению и радиовещанию при правительстве Республики Таджикистан Олимзода Зохир, директор телевидения Душанбе Маруфджон Ухилзода, а также сотрудники телеканала. В своих выступлениях официальные лица отметили роль телевидения Душанбе как проводника государственной политики и важного источника наполнения информационного пространства страны. Было подчеркнуто, что ранее телеканал функционировал как общественная телекомпания «Пойтах», а благодаря поддержке исполнительных органов государственной власти города Душанбе получил государственный статус и уже 19 лет является одним из ведущих СМИ. Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы телеканала. При поддержке руководства столицы по инициативе председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, для учреждения построено современное здание с передовым оборудованием. Руководство телеканала постоянно заботится о мотивации творческого и технического коллектива. В честь юбилея ряд сотрудников были награждены нагрудными знаками «Отличник телевидения и радио Таджикистана», почетной грамотой Комитета по телевидению и радиовещанию при правительстве Республики Таджикистан и благодарственной грамотой телевидения Душанбе. Эти поощрения стали стимулом для дальнейшего профессионального роста работников. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.